На повестку дня совещания глава республики вынес вопрос о реализации региональной программы по снижению напряженности на рынке труда. В середине марта в рамках указанной программы в республике будет проведена ярмарка вакансий, на которой встретятся работодатели и соискатели работы. Подобная практика вводится в Ингушетии впервые, но ее преимущества стали очевидными на опыте одного из российских регионов, где ярмарка вакансий была проведена в прошлом году. Задача главы администрации, самая главная ваша работа здесь, не только там уже и управление занятости, Минтруда, но глава администрации, находить коллективы, или это семейные подряды, или это по интересам, по различным сферам деятельности, строительству, агропромышленный комплекс, другие сферы деятельности. И исходя из этого коллективно заключать какие-то договора, то есть как форма общения с людьми. И после того, когда это все будет сделано, опыт других регионов показывает, что, не скажу там, нет, конечно, не 100%, не 90%, не 80%, но порядка 60% людей выезжают, находят это, реализовывают эти договора на территориях и работают. В Пензенской области заключали там соглашения, подписывали. Я скажу, что там огромное количество с Чеченской республики, из Дагестана, которые там заключали эти договора с работодателями напрямую. И только с Дагестана более 600 семей, которые приехали и работают там. Здесь задача власти создать условия для людей. Как заявил Сулейман Вагапов, выбор места проведения ярмарки вакансий не случайен. Последние несколько лет уровень безработицы в Ингушетии не опускается ниже 51-52%. Связано это с тем, что в силу объективных причин органы власти и представители бизнеса республики не успевают создать необходимое количество рабочих мест. В данном контексте ярмарка вакансий должна себя оправдать. Глава Ингушетии поручил правительству и службам занятости населения совместно изучить ситуацию на рынке труда республики, в частности, выяснить соотношение спроса и предложений на те или иные специальности. Мы просто привозим работодателей, даем предварительно информацию, значит, в средствах массовой информации, люди смотрят, нравится, иди вот ярмарка, заключай контракт. Здесь, значит, будет поддержка со стороны органов власти, проработка этих вопросов в том регионе, куда человек направляется. Одно дело, когда самостоятельно, мы знаем, что тысячи людей едут самостоятельно, ищут себе применение. Одно дело, когда едет самостоятельно, без всякой поддержки, да, и другой вопрос, когда, значит, этот процесс происходит, значит, как-то организованно. Что нам необходимо для подготовки этого мероприятия? Прежде всего, мы с вами должны проработать некий план наших действий, определить ответственных лиц, состав участников мероприятия, место проведения, примерная численность соискателей работы или посетителей. И самое главное, предполагаемые к востребованию профессии. Это самое главное для того, чтобы после нашего сегодняшнего разговора дальше мы эти вопросы прорабатывали на уровне других регионов. Глава республики считает, что для отображения реальной безработицы немаловажное значение имеет выявление скрытой или искусственной безработицы. Необходимо найти зоны, где этот рост сдерживается, сказал Юнусбек Евкуров. Буквально на прошлой неделе поступают данные по тем, кто в республике занимается горюче-смазочными материалами. Это мы говорим, мы вот эти 58 тысяч, 52 тысячи, 50 тысяч, это все цифры завышены, надутые. Приходит бумага, 29 у нас, те, кто занимается горюче-смазочными материалами. Заправка. На заправке работает учитель, учитывает одного рабочего на заправке. Просто учитывает одного рабочего. Кто поверит, что на заправке один только человек работает, на АЗС. Никому не интересно этим заниматься. Я сколько уже не говорю, эту задачу не ставлю. И прошел год тоже в должности. И здесь получается, я же сказал, все обойти, проверить. Это сокрытие налогов в первую очередь. И скрытая безработица. Скрытая безработица человека оставляет без пенсии. Человек просто работает, непонятно на кого и на что. Такая же картина со всеми строительными фирмами.
Мы проводили пример с министром финансов. Здание Министерства финансов строит 5 человек. Строит 5 человек. Почему это так у нас проходит? Почему мы резко отличаемся от других? Потому что никто это не учитывает. Ведь задача, самое главное, я вам ставил эту задачу. Самая главная ваша задача была учитывать вот это все. И ваши, и налоговые, и администрации, правительству. Поэтому здесь сейчас будем работать. И я думаю, что с каждым кварталом мы это будем снижать. С учетом не создавая новые рабочие места, а с учетом того, учитывать те места, которые есть уже сегодня. Те, которые не учитываются. С целью сбалансированного подхода к использованию трудовых ресурсов и координации трудовой миграции на территории Северокавказского федерального округа недавно создан Миграционный ресурсный центр. Руководитель этого центра Андрей Клименко сообщил, что в банке вакансий имеется до 1 миллиона предложений в диапазоне от 5 до 70 тысяч рублей заработной платы. Наша задача – отобрать из этого количества более привлекательные и целесообразные предложения. Андрей Клименко также отметил, что работать нужно только с зарекомендовавшим себя работодателем и любую трудовую сделку обеспечивать полным юридическим сопровождением. Трудоустроить то количество, которое на сегодняшний день стоит на учете в службах занятости, округ, практически республики, на сегодняшний день самостоятельно не в состоянии. Поэтому задачу нам и вменили, это подбор тех регионов, подбор тех работодателей, которые на сегодняшний день ощущают дефицит в рабочей силы по территории Российской Федерации. И такое есть. И сегодня уже приводили примеры в Пензенской области, в котором сельские районы на сегодняшний день практически обезлюдены. И они выходят с инициативой, я так понимаю, и на республику. Вышли с инициативой председателя правительства Пензенской области на межрегиональный центр наш по заключению договоров, по привлечению людей, заинтересованности не только в ярмарках вакансий, но вообще в взаимодействии между муниципальными образованиями, не только область, республика, но и на уровне муниципальных образований. Поэтому, я думаю, очень целесообразно будет и пригласить на участие в этой ярмарке вакансий, и они с удовольствием примут участие в ней. Так как программа на сегодняшний день, к сожалению, не во многих регионах, но Пензенская область утвердила свою программу по снижению напряженности на рынке труда и свою целевую программу по привлечению соотечественников из-за рубежа и привлечению по программе трудовой миграции на территорию своей области, где выделяются средства не только из федерального бюджета, но и из бюджета области на реализацию этой программы. Это в виде субсидий, это предоставление на бесплатной основе земельных участков под строительство, предоставление на льготной основе стройматериалов и так далее. Участие в программе на конкурсной основе, но, как правило, эти конкурсные основы, если идет первый этап, человек создает свое фермерское хозяйство по программе и уже обосновывается на месте, то он становится вторым этапом участником внутренней областной программы. Это субсидирование деятельности сельской местности, где выделяются уже совершенно другие деньги, идут на уровень выше, до 300 тысяч до миллиона. То есть это уже более существенная, конечно, помощь тем людям, которые приезжают. И они активно это хотят делать. Есть такие регионы, которые заинтересованы в привлечении по схеме временных работ, сезонных, вахтовых. Это такие регионы, как Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия. Это, конечно, уже с более суровым климатом, но и вахтовым методом там работы проводятся 2 месяца, 3 месяца. Самый большой срок, на который туда может приехать человек, так называемый по вербовке, на заключение трудового контракта на определенный вид работы или на определенный период времени, до 8 месяцев. Это сезонная работа, это крайний север. Это на крайний север, это Сахалин, это Чукотка, это Магаданская область. То есть те районы, которые суровые климаты, но и заработные платы, соответственно, выставляют работодателям на уровень выше.
Юнусбек Бамангерович Евкуров сообщил, что в республике выплачено 800 миллионов рублей на пособие по безработице, и огромные суммы тратятся на обеспечение временной работы. В то же время есть российские регионы, в которых не хватает специалистов в сельском хозяйстве, в газовой и нефтяной промышленности, в строительстве. Реализация программы снижения напряженности на рынке труда может реально снизить уровень безработицы в регионах Северокавказского федерального округа. По результатам 2010 года такая тенденция уже наметилась. Мурат Аздоев, Ибрагим Асканов, Вести, Ингушетия.